Рабочий день водителя автобуса Энвера Сулейманова начинается в 5 утра. Нужно успеть пройти медосмотр и подготовить машину к рейсу. И только после этого можно смело выезжать на маршрут. Работа не в тягость, а в радость. Люблю людей. И они отвечают тем же. Энвер Ага на 105-м маршруте Грэс-Гвардейской работает 20 лет. Гордится своей профессией, ведь это его детская мечта. На работу ходит с удовольствием. А после ремонта дорог в поселке управлять автобусом и вовсе стало намного легче, рассказывает шофер. Заходят, приветствуют, выходят, благодарят. В принципе, это и стимулирует к работе. Энвер Сулейманов за рулем целый день. Его задача вовремя и без аварий доставить пассажиров. С пониманием относится и к пенсионерам, и ко всем. В автобусе всегда чисто, всегда подскажут, всегда это. Был такой момент летом, ехали мы автобусом, женщине стало плохо. Он остановился на остановке, вывел ее, воды дал, побрызгал, оказал помощь. В это воскресенье Энвер Ага, как и все водители, будет отмечать свой профессиональный праздник. Скорее всего, он проведет его в дороге. Кто садится за руль каждый день утром, хочу пожелать им, чтобы они возвращались домой живыми и здоровыми. А вот Лилия Аметова, водитель троллейбуса. Мужская работа ей оказалась по плечу. Считает, женщины справляются с этой работой не хуже мужчин. У меня сестра в Тюмени работает, она мне сказала: иди в троллейбусный парк, хорошая работа, интересная. Я пришла в 2003 году. И как вам нравится? Да. А чем привлекает именно эта работа? Адреналин. За рулем троллейбуса Лилия Ханым чувствует себя уверенно. Говорит, управлять такой большой машиной несложно. Так же, как и с легковой, габариты чувствуются за столько лет. Так-то все просто здесь. Так кажется, что она большая. А на самом деле она также легкая, как и легковушка. После обновления троллейбусного парка этот электротранспорт стал конкурентным на дорогах. Если раньше троллейбусом пользовались пенсионеры, инвалиды и молодые мамы, то сейчас его выбирает и молодежь. В этом году на дорогах Симферополя появится практически 100 новых отечественных автобусов. А уже на следующий год практически весь транспорт планируют перевести на безналичную оплату проезда. Всего в течение 5 лет на развитие транспортного комплекса планируют потратить 13 миллиардов рублей. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».